На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Ранен кыргызстанец. Жители Кыргызстана и Таджикистана вступили в конфликт на приграничной территории в Баткенской области. По данным погранслужбы, ранен кыргызстанец. Еще у одного гражданина Кыргызстана сожжен дом. Около 200 человек из обеих стран остаются на границе. Конфликт произошел между жителями приграничного села Аксай Баткенской области и села Мехнатабад таджикского анклава Ворух, который находится внутри территории Кыргызстана. По информации кыргызской пограничной службы, стычка произошла в 15:30 из-за объездной дороги Аксай-Тамдык, которую строят власти Кыргызстана. Глава села Таджикён анклава Ворух Кафурджон Журнав сообщил таджикской редакции Азаттыка, что жители Воруха перекрыли дорогу, требуя не возобновлять строительство трассы до окончания процесса демаркации границы. В ходе конфликта, по данным кыргызской погранслужбы, около 50 кыргызстанцев и 70 таджикистанцев забросали друг друга камнями. Один кыргызстанец получил ранение и был доставлен в больницу Самаркандек в Баткенской области. Также таджикские граждане подожгли дом жителя села в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе погранслужбы. На данный момент неизвестно, чем ранили кыргызстанца, и неясно, применялось ли огнестрельное оружие. В настоящее время обстановка в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная. Так комментирует Госпограничная служба Кыргызстана ситуацию на границе после конфликта. По состоянию на 10 часов в местности Таш-Тушмук сгорел один дом, автомашина марки Audi и прицеп КАМАЗу гражданина Кыргызстана, направлявшийся к месту тушения пожара. Пожарный расчет граждане Таджикистана в местности Торткочо не пропустили, сообщает ГПС Кыргызской республики. Сотрудники милиции перекрыли дорогу Ош-Исфана в селе Кокташ Баткенской области. На месте собирается все больше местных жителей. Там скопилось около сотни машин, следующих по маршруту Ош-Исфана. Водители не могут пересечь таджикскую границу. На границу выехал вице-премьер-министр Денис Разаков. Об этом на заседании парламента 14 марта сообщил представитель правительства. В парламенте депутаты заслушивают информацию правительства о конфликте на границе с Таджикистаном. Заседание проходит в закрытом режиме.